четвертая часть фильма. И в этом фильме я покажу, что уже я сделал. Сделал я лицевая сторона, а здесь я закрыл половину. И здесь у меня будет дверь. Дверь будет где-то 1,40 м, наверное. 1,40 м, двусторонняя, будет открываться в разные стороны. И откос двери, и на дверь, эту дверь я буду крепить на вот такую 5-сантиметровую доска, из 5-сантиметровая. И здесь я выпилил вот такая, я одну доску оставил, как бы, чтобы показать. Здесь у меня классическим способом закрыл, там 1, 2 и 3 щель закрываю. И здесь как бы поставил 5 сантиметров доску, и здесь пришлось пилить, там как вагонку сделать. Но уже этой доской я эту щель также закрою. Вон. И все ровно получается, что с одной, что с другой стороны. Хорошо будет сидеть. Вот, как-то так. Вот, все ровно. И чуть позже покажу, для чего я прикрепил я вот эту толстую доску. Обычно я 25-ки так прибиваю, а здесь у меня 50-ка. И когда я буду дверь прикреплять, я объясню, для чего, в общем, сделал так. Что с одной, что с другой стороны. Вот. Ну, осталось еще вот прибить последнюю доску вот эту. И можно считать, что уже лицевая сторона у меня все готово. Вот так он выглядит. 1,40 м будет дверь. И все уже здесь закрыто, все стены остается. И сегодня, как в задумках, у меня еще покрыть крышу. Сперва доску прибьем, а там уже будем закрывать андулином. И я в начале фильма, где-то не знаю в какой серии, я рассказывал, что буду закрывать шифером. Но я съездил в город и я видел, знаю, что в одном магазине шифер продает спутника, и как-то туда поехал, и оказалось, в тот день поехал, когда шифера не было, и выбирать не пришлось. Купил вот такой андулин, какой-то обновленный даже, вот. Раньше такие волны, обычные волны были, а сейчас сделан сейчас сделан он как волна, потом где-то сантиметров 7 так плоскость, опять волна, и весь лист такой. Сейчас сделан как под металлочерепицу, такой рисунок как-то. И где-то я видел еще какую-то стрелку, не знаю, где я видел, не помню уже. Где-то должна быть. Вон она. Вон какая-то стрелка, может, указывая, что это нижняя часть должна быть. Или нет. Вот тут нижняя часть. А это уже верхним слоем, вторым, когда уже на него второй андулин ложат до сюда. Это нижняя часть, походу. Купил я в городе, он стоит 425 рублей лист. Бывает там обычный андулин 465, а я купил за 425 рублей лист. А шифер, я честно не знаю, по какой цене сейчас продают. И вот этим будем закрывать. И еще я немножко не рассчитал с длиной, там пошире у меня как-то получилось. Купил 10 листов, примерно, думаю, хватит, но вот по длине я думал андулин 2 метра, а оказывается он 1,95 м. И козырек, когда уже будем прибивать доски, это вот эта доска где-то 2
2.05 или 2.010 может. И придется мне еще спилить вот эту доску. Придется спилить где-то, если 1,95 м андулин, придется спилить на 1,90 м. 1,90 м спилю доски, и уже пусть андулин чуть-чуть на 5 сантиметров будет торчать. Если, скажем, я спилю 1,95 м доску, ну, вровень будет, после дождя вода стекает на доску, и доска будет гнить. И чтобы доска была на, ну, хотя бы на сантиметров 5 короче укрывного материала. И на данный момент вот андулин у меня. Вот. И сегодня еще вот эту крышу закрою, и в принципе даже нормально будет. Немножко еще вот бревно я 125-кой гвоздями так прибил, чтобы не уходило, не скользило перед тем, как я закрою крышу. Так, немножко торчит, если вдруг придется там обратно вытащить. Там на всех углах я, вон, здесь тоже все торчит, чтобы гвоздером ухватиться и вытащить на всех углах. Все, будем закрывать. Этот угол еще закрою. Сейчас прибью последнюю доску, что у меня сегодня осталось прибить. Вот здесь прибью и займусь крышей. Таким макаром сегодня занимаюсь. Еще вот подложил здесь в середине один и брусок еще сюда подложу. Ну, это не обязательно, но все равно пускай будет. Увереннее будет, что не прогнется ничего. И там еще. Там один трак, и еще под третьим бревном что-то надо подложить. Там пока ничего нету. И все, будет стоять 100 лет. Так. И еще вот в задумках у меня еще, как сказать, вот у меня одно бревно здесь в середине. И еще я думаю также на брусок посередке, ну, хотя бы диаметром 10 сантиметров или 8, я не помню уже, какие диаметры у меня остались. Еще подложу, чтобы уже под напором снега не гнулась крыша. Здесь одна перекладина будет, такое бревно, ну, потоньше. И вот тут еще в середине также сделаю. И будет крепкая крыша. Никуда ничего не провалится. Все, продолжаем работать, в общем. Все, стена готова. Это последний гвоздь была, последняя доска. Потом уже крышу прибьем и дверь. Потому что первоначально вот решил закрыть крышу, потому что сейчас уже начались дожди. Дождливая погода, каждый день почти опять дожди. И сперва я крышу заделаю, а потом уже остается дверь и пол. А там еще полки туда-сюда. И в принципе, вот смотрите, какой урожай малины сейчас. Не знаю, видно, нет. Вон. Но они с червями, быстро они, черви у них появляются. Но малины много тоже, как и в прошлом году. Вон. Но это нормально, вон, чистые. И тут тоже.
Тает во рту. Честное слово, тает. Осенью как-то интереснее. Осенью интереснее. Вот все. На огород вышел, там все можно. И ягоды, малины, там, смородина, что хочешь. И горох посадили тоже. Блин, вон, смотри, как вкусно. А тут уже черви, вон, с червями. Вот так. Это уже вообще переспелая, вон. Вон какая. Вкусно. Вот смотрите, ребята, какой у меня недорасчет. Вот я крышу, как бы весь каркас сделал под эту доску. Такой козырек должен был быть. Но я прикупил андулин. И вон, смотрите, 1,90 м я обрезку сделал. И вот так будет у меня. И андулина, она пойдет вот где-то вот до сюда. 1,95 м. Так что чуть-чуть я не дорассчитал. Но в принципе вода будет уходить, никуда не попадает. Уходить там даже нижний венец, бревно. Ну где-то вот так будет, наверное. Вода с крыши будет течь. Хотелось бы, конечно, чтобы было вот так, потому что доски позволяют там 2,05 длина, а сейчас уже это придется мне обрезку сделать, ну вот такую длину, 1,90 м сделаю. Ну что поделаешь, так получается, просто чуть-чуть не рассчитал. Можно, конечно, было прикупить еще лишний андулин и кусками там удлинить. Но сделаю так и будет стоять. Где-то вот не хватает. У меня старая крыша, ну вот старый гараж большой. Вон у него козырек где-то полметра, наверное. Полметра. У него будет у этого гаража чуть короче. Чуть короче и вот так. Нормально. Сейчас сделаем, да посмотрим, что получится. Я думаю, все нормально получится. Так, главное, чтобы с другой стороны также расстояние такое же было. Дела идут, контора пишет. Вот смотрите, один слой покрыл, такие щели, но это нормально. Это ничего страшного. С такими щелями и будет. Андулином закроем. Вот такие щели. Где-то сантиметр 2, наверное, в некоторых местах. Пошире, поменьше. И вообще у меня с материалом беда. Осталось вот столько 5 штук, и тут еще. Тут еще, наверное, штук 4 или 5. И надеюсь, хватит кое-как. Вот здесь еще осталось закрыть. Позвонил знакомым рамщикам на пилораму, и они говорят, что леса нету и материала сейчас тоже нету. Еще сверху поснимаю, как выглядит моя работа. Вот. Так вот. Вот где я пилил под доской. Вот такой. И вот так выглядит сверху. Сверху вот посмотришь, и все аккуратно сделано. Козырек, конечно, чуть-чуть коротковатый будет, но что получится, получится. Главное, чтобы сегодня доски хватило. Ну, тут еще осталось 1, 2, 3 доски, и тут еще штук 5-6, ну штук 8, наверное, еще досок понадобится. И в принципе на сегодня хватит там. А на пол, чтобы пол сделать, уже досок вообще нету. И постройка, наверное, приостановится у меня. Еще нужны доски для пола и для дверей. Для дверей и еще для полки еще. Полки еще надо сделать там. Ну вот. Сейчас я все это дело закрою. Все это я
покрою досками, а там уже будем работать с андулином. Там андулин 10 штук у меня должно хватить. Так, там тоже поле уже скосили. Я за грибами ходил туда. Там еще поле было не скошено, а сейчас уже вон скосили все. Там сено сейчас заготавливают, такие тюка. Свежее сено так тюкуют там и не знаю, как там по их ним называется эта работа. Заготавливают все поле там. Так. Все, работаем. Продолжаем работать. Работать и уже добьем эту крышу. На сегодня тоже. Последние штрихи у меня. Я тут начал еще обрезку делать. Так, не видно, что-то слепит меня солнцем. В общем, вот тут я начал резать, пилить. 2 доски у меня длинные, вот. Вот тут начал резать, и у меня порвался цепь. Первый раз. Сколько я пользуюсь Husqvarna, и первая цепь у меня порвалась. Как бы цепь уже изношенная весь. Вон. Зубьев почти уже практически нету. Но вон там полоски. Докуда еще можно точить. И уже собирался я эту цепь выкидывать, но порвался, в общем. Порвался, и у меня уже конец рабочего дня на сегодня. Вон, смотрите, андулин черепица, как выглядит. Блин, напротив солнца снимаю, не знаю, как видно. И козырек вот такой получился, вот такой козырек. Где-то 10 сантиметров доска и 5 сантиметров еще андулин. 15 сантиметров, 15-20 сантиметров, больше не получается. Так, и если зайти, вот скажем, внутрь, были щели, вон, смотрите, ни одной щели не надо. Ни одной щели уже нету, как бы один слой досок у меня тут. И без рубероида, без ничего. Вон как аккуратно все получилось. И то же самое с другой стороны. Вот. Но только щель у меня получилась вон там. Но это я что-нибудь придумаю, доделаю. Да, и хоть там немножко будет заходить там снег или дождь, это ничего страшного. По стенке будет течь. И, ну, наверное, все-таки я что-нибудь там, может, рубероидом или еще чем-нибудь, но все равно закрою. И остается еще, кроме того, что я закрыл, еще остается там конек. Закрыть еще вон там сверху конек. Конек буду покупной ложить, или же можно из жести, или же обычную доску 25-ку там с одной и с второй стороны так положить, прибить, и, ну, как вон там у меня прибито. Вот. Конечно, доска быстрее гниет, но этот андулин мне, конечно, очень понравился. И сколько уже? 2 постройки, она покрыта андулином, и этот андулин черепица еще лучше. Вот смотрите, как волны идут. И волна, и потом такой промежуток, вон, промежуток. И на него можно наступать смело, как бы чуть-чуть уже ноги, но все равно безопаснее. Как бы уже не надо бояться, что ты прогнешь там андулин там или лопнет, и все что. Вот так вот. Вот моя сегодняшняя работа. Прибил доски под крышу, на крышу, и еще андулином закрыл. Все, вся работа за целый день. Вот такой козырек. Конечно, блин, как-то вот из-за солнца как-то съемка не так получается. Вон, смотрите, темновато. Вот так вот ярче. Но видно, что где-то сантиметров 5-6, наверное, ширина где-то козырька.
И уже будет как бы вода стекать, и на доску уже не будет попадать, сразу будет как на землю капать. И крыша получилась отличная, такой угол, ну, где-то 45 градусов на оно у меня. Чуть-чуть, ну, нормально. Нормально, вообще нормально. Конечно, можно было... Да нет, в принципе, что там думать уже. Гаражи, вот посмотришь, там железные гаражи. С этой стороны он так тоже вот. Железные гаражи вот с такими козырьками тоже. Ну что поделаешь, если, скажем, жить в городе, там все материалы по другой, там съездил, купил, прибил, еще доделал. А у нас в деревне, город далеко, и что есть, как есть, из чего можно, из того и делаем. И еще у меня вот, еще проблема у меня вот с досками. Дальше не знаю, из чего делать. Просто пилорама там, материал, пиловочников нету, и пока пилорамы не пилят ничего, придется подождать. И на этом, наверное, этот фильм тоже закончу я. Сегодняшняя серия получился крыша у меня. Вот там еще свет идет, там еще будем прибивать, доделывать, зашивать там 2 гаража. Может пена или еще можно с чем-то. Сперва, наверное, рубероидом как-то сделать. Ну, посмотрим. Так. Все. Сейчас еще я поднимусь и буду прибивать остальные гвозди. Сейчас мне только остается подняться и прибивать остальные гвозди, что осталось там, ну, 100 штук, наверное, я брал гвоздей. И не знаю, сколько уйдет, сколько понадобится. Лишнее я не брал. Вроде все. На сегодня работу заканчиваем. Доделываю крышу и закругляюсь. Так что продолжайте смотреть. Следующая серия, может, будет, как я буду делать пол. Как только куплю доски, там буду доделывать пол и двери. И все, гараж, можно сказать, будет готовым. Ждите продолжения. А на сегодня все. Всем пока.